Удмуртию посетил чувашский путешественник-велосипедист. Наша республика – очередная точка его очень длинного путешествия. Свое большое восточное кочевье Никита Васильев начал в октябре 2015 года. За 2 года оставил под колесами своего байка 34 тысячи километров. Что видел и кого нашел, расскажем. Это коврик, спальный мешок, палатка. А еще котелок, сухпайок и теплая одежда. Никита Васильев колесит по миру уже добрых 24 месяца. Так будущий учитель географии изучает предмет. Мечтает увидеть все своими глазами, потрогать своими руками, сделать фото и рассказать об увиденном и потроганном ученикам. На сегодня готовы уроки по темам Монголии, Тибет, Камбоджа и Таиланд, Лаос и Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Россия. Наш регион в том числе. Сейчас с удмуртами интересно пообщаться, узнать, как вот обстоят дела вообще с культурой, чтобы потом какие-то уроки уже внести у нас, например, в Чувашии и как-то делиться опытом для сохранения культуры, языка народов. Приобрел не только знания, но и обзавелся невестой. Журналистка из Новосибирска брала у чувашского путешественника интервью. Переписывались, а затем решили преодолевать по 100 километров в день вместе. Всегда хотелось что-то необычное сделать, что-то изменить. Поэтому возможность появилась, я решила ее использовать. Подумала, если не сделаю, то буду жалеть об этом всю жизнь. Никита ведет блог и канал. За его большим восточным кочевьем следит много народу. Время от времени помогают. Кто денег скинет, кто встретит и накормит, как в Ижевске. Наши еще подарили в дорогу чай и мед. Через неделю финал большого велопутешествия Никиты по Азии, Сибири и Уралу. Его со спутницей торжественно встретят в Чебоксарах.